Масштабные совместные учения сразу трех силовых ведомств ГСО, СГБ и МВД начались с переброса военной техники и части личного состава в Галский район ранним утром 12 марта. Государственная служба охраны, служба госбезопасности и Министерство внутренних дел по поручению главнокомандующего президента Аслана Бжания разработали программу оперативно-тактических учений, в которой отразили сценарии наиболее явных угроз с учетом международной и приграничной с Галом обстановки. Подразделения, которые задействованы в данных учениях, считаем, что они готовы. Предварительно проводились подготовки, план мероприятий и все остальное. Отрабатывались действия тактические. И, соответственно, сегодня мы выходим на финальный этап проведения данного мероприятия. Оно направлено на пресечение возможной диверсионной, террористической и иной деятельности противника. То есть в случае каких-то боевых действий. В принципе, в рамках этих учений отрабатываем самое основное. Это наше взаимодействие, то есть налаживание. Такого рода масштабные учения мы проводим впервые, но у нас отдельно, как говорится, по группам мы такого учения проводим. Но сегодня актуальность возросла с учетом событий, которые происходят вокруг Республики Абхазия, с учетом тех угроз, которые существуют. Соответственно, дабы исключить эту возможность, сегодня мы проводим более масштабные. В рамках трехдневных учений отработают первоочередные мероприятия по противодействию возможным террористическим атакам. Особое внимание силовики уделят предпринятым мерам при проверке информации о вероятном заражении сетей водоснабжения, оперативности реагирования экстренных служб при поступлении сигнала о минировании объекта органов государственной власти. Учения проходят под пристальным вниманием руководителей силовых структур, среди которых начальник ГСО генерал-майор Дмитрий Дбар. По приказу главнокомандующего Аслана Георгиевича Бжания проходят учения в данном Гальском районе. Задействованы три ведомства, это СГБ, ГСО и МВД. Учения приближены максимально к боевым, контртеррористические и по противодействию диверсионным группам. Эти учения у нас проходят регулярно в квартал раз. В данный момент спецподразделения, которые здесь находятся, подготовлены полностью и оснащены для проведения данных учений. Несколько дней, несколько этапов учения разбиты. Я думаю, что они пройдут, оценку уже даст глава государства на должном уровне. Начинаются с сегодняшнего дня и будет происходить несколько дней. У нас слаженное взаимодействие, у нас уже отработанный ряд выходов. И сегодня мы хотим укреплить в данном направлении. Вы видите, что происходит в мире, какие угрозы. И мы будем часто проводить данные учения по антитеррористическим угрозам. И я считаю, что это очень полезно. И бойцы должны знать друг друга, взаимодействовать с друг другом и уметь отрабатывать вместе слаженно свои задачи боевые, поставленные перед ними. К учениям привлечены специальные отряды всех силовых ведомств, в их числе СОБР Министерства внутренних дел. Подразделению поручено отработать комплекс совместных мероприятий по освобождению заложников и обезвреживанию лиц, совершивших нападения на контрольно-пропускных пунктах государственной границы. В сфере событий в соседней стране мы налаживаем взаимодействие между ведомствами по указанию главнокомандующего. Проводим межведомственные учения для налаживания взаимодействия, организации выполнения боевых задач. В данном случае, подразделение Министерства внутренних дел имеет свою задачу, которая разделена на микрозадачи. Сегодня будут выдвигаться согласно своим задачам будут выдвигаться группы. Завтра вечером будем уже собираться и по выполнению боевой задачи доклады пойдут. Будем понимать, чтобы будем понимать все свои недостачи, будем понимать
те направления, которые необходимо доработать. Ну, ситуация такая напряженная, будем соответствовать времени. Участвовавшие в учениях подразделения межведомственной группировки сил в Галском районе продемонстрировали высокий профессионализм и эффективность управленческой деятельности при реагировании на угрозы террористического характера и планировании мероприятий по их пресечению. Такова промежуточная оценка руководителей силовых структур первого этапа учений.